День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Стоимость бензина в стране обратила на себя внимание. Стабилизацию цен обещают уже в ближайшее время. Якутия готовится к выборам. Отдать свой голос жителям республики предстоит с 8 по 10 сентября. Чуть меньше 350 дней осталось до главного праздника детского спорта. В Якутске запустили обратный отчет до 8-х игр «Дети Азии». Правительство России ожидает стабилизации оптовых цен на бензин, так как нефтеперерабатывающие заводы вскоре должны выйти с ремонтов и наполнить рынок предложением. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Новак. По его словам, год к году рост даже на биржах 5-7%. Напомню, в минувший четверг биржевая стоимость бензина марки «Регулятор 92» в европейской части России по итогам торгов впервые поднялась выше 63 тысяч рублей за тонну. А цена бензина марки «Премиум 95» превысила 69 тысяч рублей за тонну, вновь обновив рекорд. Ну а между тем, нынешнее повышение цены на бензин может сработать одним из сигналов для тех, кто задумывался, но пока еще не решился перевести автомобиль на газомоторное топливо. В Якутии уже не первый год действует программа субсидирования, по которой государство оплачивает 90% стоимости перевода автомобиля на газ. В Якутске и других городах республики активно развиваются сети газозаправочных станций. Помимо очевидной экономии, газомоторное топливо обладает и более низким классом пожароопасности, чем жидкое топливо – бензин и дизель. То есть топливо газовое, метан, как было и в прошлом году, и неделю назад, и 2, и 3 года назад, стабильно 20 рублей 50 копеек. То есть стабильно здесь, да, то есть нету этой индексации бесконечной. Вот мы только что с вами видели, заправлялась очередная семья. По-моему, это лучший момент как раз, да, и воспользоваться, и получить экономию для своего семейного бюджета. Кстати, за последний год у нас рост потребления метана, у нас только в республике, 23%. Торгово-логистический центр ведут в Жиганском районе. С ходом его строительства ознакомился в рамках рабочего визита глава Якутии Айсен Николаев. Объект будет включать в себя торговый зал, овощехранилище, холодильные камеры, теплый склад и холодный склад. Строительные работы планируется завершить уже в конце текущего года. Также глава Якутии поручил ускорить строительство этнокультурного центра ЭйГэ. Объект планируется вести в декабре этого года. В центре объекта будет расположен зрительный зал, помещение для просмотра видео и круглый обрядовый зал с очагом посередине. Глава региона проверил ход строительства нового многофункционального спортзала. В двухэтажном здании будет создано пространство для игровых видов спорта, а также тренажеры и борцовские залы. Главная задача сейчас, чтобы торгово-логистический центр вообще в целом заработал. И, конечно же, еще раз говорю, вот там, где мы эти торгово-логистические центры открываем, мы там видим очень серьезное снижение цен на продовольственные товары. Ну и, конечно же, они должны быть не только местами, где продают товары, да, это должно быть местом, где также и продукцию, которая здесь на месте вырабатывается, ее принимали. Району вместе с правительством республики надо серьезные такие меры принимать по развитию инфраструктуры. Поручения даны уже сегодня и по линии авиации, по линии речного транспорта. Уверен, что вот реализация всего этого комплекса мер, конечно же, позволит увеличить и занятость местного населения и повысить доходы. Рабочий визит главы Якутии Айсена Николаева в Чурапчинский район начался с радостного события. 13 хозяйств Улуса получили ключи от новой техники. Затронули в ходе поездки тему газификации. Так, Чурапча будет полностью газифицирована в 2024 году. На данный момент сварены более 6 километров труб, выкопано 2 километра траншей. Все необходимые материалы уже завезены. Но к концу этого года в селе появится новый культурно-спортивный комплекс. Глава Якутии также поручил не замедлять темпы строительства и ввести в вторую очередь больничного комплекса Чурапчинской центральной районной больницы уже в этом году. Объект планируется сдать в декабре текущего года. Республика готовится к голосованию в сентябре с 8 по 10. В Якутии пройдут выборы главы республики, народных депутатов Государственного собрания, а также депутатов Якутской городской думы. На днях состоялось 27-е заседание Центральной избирательной комиссии региона, на котором рассматривалось решение о регистрации кандидатов на должность главы региона. Подробности в материале Марины Захаровой.
Центральная избирательная комиссия приступила к важному этапу избирательной кампании. Сегодня на заседании рассматривались вопросы о регистрации кандидата на должность главы республики Айсена Николаева. Всего было выдвинуто 8 кандидатов на пост главы республики, 592 кандидата в народные депутаты, 411 кандидатов в составе 6 партийных списков по республиканскому региональному округу, 181 кандидат по одномандатным избирательным округам, 172 кандидата от политических партий по одномандатным избирательным округам и 9 кандидатов в порядке самовыдвижения. Сегодня члены Центральной избирательной комиссии выскажут свою позицию и проголосуют за регистрацию Айсена Сергеевича Николаева на должность главы республики и также 2 политических партий, которые первым представили на регистрацию документ. Все остальные 4 партии, они представили все документы. В ближайшие дни, в соответствии с требованием закона, сроки установленные, мы рассмотрим вопрос о регистрации или об отказе регистрации данных списков, региональных списков данных политических партий. На прошлой неделе были предоставлены все документы на регистрацию 4 из 6 политических партий, 2 из которых практически с отсутствием замечаний были сегодня зарегистрированы. Все списки были заверены надлежащим образом в отведенное законом время. Повысились требования к содержанию и оформлению документов. Вся информация о кандидатах и подтверждающие ее сведения загружаются в специальную программу, разработанную Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом регионального законодательства. Закон регламентирует требования к кандидатам, которые включаются как в списке по единому избирательному округу, так и по одномандатным округам. Это должны быть, во-первых, граждане Российской Федерации, в данном случае достигшие 21 года, потому что это выборы в региональный парламент. Если речь идет о муниципальных выборах, там достаточно 18-летнего возраста. Так, кроме этого, это должны быть несудимые, не отбывающие наказания, дееспособные граждане. Как раз избирательная комиссия наша, получив документы от политических партий, от самовыдвиженцев, она осуществляет достоверность указанных сведений, в том числе и по вопросу судимости. Выборы будут проходить 3 дня, с 8 по 10 сентября. Для избирателей будет работать система «Мобильный избиратель», которая позволит пройти голосование в любом месте. Если жители не смогут присутствовать на своих избирательных участках, но будут в пределах территории республики, у них будет возможность подать заявление в любую территориальную избирательную комиссию через МФЦ, портал госуслуг или любую участковую избирательную комиссию и проголосовать по месту нахождения. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Глава Якутии вручил государственные награды участникам специальной военной операции. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, орденом мужества посмертно награжден рядовой гранатометчик Нюргун Николаевич Мочкин. Глава республики вручил награду его близким. Медали ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени награждены 13 якутских бойцов. Медали за отвагу удостоены 10 военнослужащих. Медалью за спасение погибавших награжден Анатолий Арбыкин. Медалью за отвагу Донецкой Народной Республики Олег Копылов. Только приезжали люди, сразу вопросы решались с запчастями, сам там туго на самом деле. И боеспособность Барса-2, я служил там, могу говорить, это самое, поддерживали. Вообще помощь республики от носков до, до техники очень достойная. Спасибо всем. Спасибо, кто сети вяжет, они необходимы. Спасибо, кто носки отправляет. Гуманитарная помощь доходит, это очень приятно. Чувствуешь, что ты не один. В 2021 году для борьбы с лесными пожарами в Якутию был привлечен самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Тогда же главой республики была поставлена задача о создании в регионе собственного зондировщика на базе самолета одной из авиакомпаний. В 2023 году самолет полярных авиалиний начал работу на территории республики. О работе самолетов-зондировщиков в Якутии расскажет Александр Хавренко. Спектр применения самолетов-зондировщиков очень широк. Искусственные осадки могут вызываться для сельского хозяйства с целью повышения травостоя. Для транспортной сферы искусственные осадки могут решить проблему с обмелением рек. И, конечно же, самолеты-зондировщики – незаменимые помощники в профилактике лесных пожаров, превентивное увлажнение почвы и в борьбе с уже имеющимися возгораниями. В прошлом году мы начинали 15 мая 2022 года. В этом году чуть поздно, 26-го, первый вылет сделан на усиление осадка. В целом, в прошлом году и в этом году на территории республики мы первый этап очень хорошо удержали. В центральной Якутии сегодня пожаров нету. Это, конечно же,
мы не дали повод для начала пожаров. Самолет-зондировщик сам по себе не вызывает осадки и не притягивает к себе облака. Для работы самолета необходимы облака, на которые идет воздействие при помощи отстрела пиропатронов с йодистым серебром, который работает как катализатор для притягивания влаги. Поэтому в ясную безоблачную погоду зондировщики не работают. Но как только гидрометцентр сообщает о наличии ресурсной облачности, самолеты поднимаются в небо. Согласно контракта, с ними договоренность. Вот по этой договоренности они изучают облачность. И где есть ресурсные облака, туда вылетает. И где мы планируем увлажнить или понизить класс пожарной опасности в этом районе, начинают работать. Сейчас на территории республики работают 3 самолета-зондировщика. И все их вылеты на сегодняшний день связаны только с работой на тушении пожаров. Они уже отработали 100 часов налета и отстреляли более 3200 пиропатронов. Сейчас самолеты работают над Нерингринским, Алданским и Усть-Майским районами. В ближайшее время они будут переброшены на север – Ваймиконский, Верхнеколымский и Среднеколымский районы. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Начало побед. С 17 по 20 июля в Якутске проходил семинар «Визит представителей делегаций потенциальных стран-участников 8 международных игр «Дети Азии». Мероприятие проводится с целью ознакомления с организационными моментами проведения соревнований. С гостями встретилась и наш корреспондент Мария Кардашевская. Представители 14 стран, заинтересованных в участии в 8 международных спортивных играх «Дети Азии», находятся в эти дни в Якутске. На встрече с президентом Международного комитета игр Владимиром Максимовым делегаты смогли напрямую задать интересующие их вопросы касательно логистики, спортивной инфраструктуры, а также условий проживания и питания спортсменов. В любом случае в требованиях по, скажем так, наделению правом проведения игр организационных комитетов имеется такой пункт, как наследие игр. И самое главное наследие, конечно, это те объекты, которые останутся. Игры пройдут, наследие должно работать для населения. И я думаю, что та подготовка, которая ведется сегодня, она даст хороший задел на качественное и эффективное наследие после игр. Также делегаты посетили спортивные объекты, на которых будут проходить состязания. Среди объектов Центр спортивной подготовки «Триумф», спортивные комплексы «Дохсун» и «Модун», также стадион Туймада и плавательный бассейн «Чолбон». Всего для проведения соревнований по 24 видам спорта будут задействованы 16 объектов. В большинстве из них сейчас идет ремонт, и все они будут к следующему году готовы принять гостей. I think this swimming pool is really model. На мой взгляд, бассейн отвечает всем международным стандартам. Здесь удобно и хорошо проводить международные соревнования для детей. It's okay. It's good enough for the children game. Сами гости отзываются о таком масштабном проекте с почти 30-летней историей, как о весьма значимом для развития не только спорта, но и с политической точки зрения деле. This is very good. Однозначно, международные спортивные игры «Дети Азии» — это прекрасный проект по продвижению детско-юношеского спорта. И, конечно, было бы отлично, если наша страна приняла бы участие. И еще очень интересными являются отдельные образовательные проекты Международного комитета «Дети Азии». Очень интересно было бы отправить и спортсменов, и тренеров на такие мероприятия. 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Буквально считанные часы остаются до запуска обратного счетчика, на котором будет отображаться оставшееся время до старта самого зрелищного спортивного мероприятия 2024 года. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. И в продолжении темы игр «Дети Азии» представители стран-участниц также ознакомились с местной спортивной и социальной инфраструктурой. Больше о их впечатлениях и ожиданиях расскажет Марина Захарова.
На очереди осмотр мест проживания и питания. Представителям стран-участниц организовали экскурсию по общежитию и столовой, ознакомились с картой студгородка, где расположен спортивный зал, бассейн, и ответили на интересующие их вопросы. Все остались довольны и уже с нетерпением ждут начала игр. Я уверен, что все будет хорошо. Ребята будут накормлены. Условия в общежитии будут тоже соответствующие. И самое главное, чтобы они приехали, выступили на соревнованиях и с хорошими впечатлениями вернулись домой. Ожидания самые замечательные, поэтому мы ожидаем, что привезем большую команду. Ребята выступят первый раз на таких играх. Надеемся завоевать медали. Меню для спортсменов будет составлено совместно с Международным комитетом «Дети Азии» и Роспотребнадзором. Также учтут особенности питания стран-участниц. Преимущественно будет предложено универсальное европейское меню и блюда местной кухни для желающих. Меню будет составлено по типу шведского стола. Он более удобен для наших гостей. Но мы обязательно учитываем, из каких стран у нас приезжают наши гости. Мы будем обязательно консультироваться с поварами с этих стран, которые у нас здесь, конечно, будет. Ну и я думаю, что и организаторы в этом плане нам обязательно помогут. Подготовительные работы в самом разгаре. Впереди еще много работы, как косметические, так и капитальные ремонты спортивных объектов, мест отдыха. Город потихоньку преображается, готовится к визиту гостей. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. Часы отсчета времени до начала спортивных игр «Дети Азии» запустили в Якутске. В торжественной церемонии приняли участие глава республики Айсен Николаев, президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов и член исполкома Олимпийского совета Азии Наталья Сипович, а также представители регионов и стран-участниц соревнований. 8-е летние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Состоятся соревнования по 24 видам спорта. Главный мотиватор и напоминание всем организаторам, жителям, сколько дней осталось до проведения игр «Дети Азии» в следующем году до главного события, спортивного события в стране. Поэтому, конечно, это значимо. Я думаю, что жителям республики, жителям города Якутска это как напоминание к тому, сколько нам осталось ждать наших дорогих гостей и юных спортсменов со всех стран азиатского континента. Ленские дачники ждут с нетерпением завершения ремонта дачной дороги. Этот участок дорожного полотна требовал реконструкции уже много лет. И вот свершилось. Районная администрация выделила денежные средства, более 72 миллионов, на асфальтирование почти 6 километров дороги. Подробности расскажет Анна Кожевникова. Дачники могут больше не опасаться за свой автотранспорт, добираясь до садово-огороднических участков. Раньше эта дорога была настоящей полосой препятствий, где можно было запросто ставить покрышки и уничтожить подшипники. Теперь же садоводы-любители могут беспрепятственно добираться до своих дач с ветерком и буквально за считанные минуты. Буквально за это и следующее лето дорога будет реконструирована. Слой за слоем появляется асфальт на старенькой дачной дороге. Компания «Арарат», зарекомендовавшая себя как добросовестный подрядчик, сдала первый этап работ. Было отремонтировано и уложено 1,9 километров асфальта. Также проведено отсыпание двухслойное на участке 2,2 километра. Это участок дороги от первого дачного магазина и до конечной остановки. Дорожное полотно будет слоем не менее 4 сантиметров и в ширину 7 и более метров. Планируем до 10 августа закончить второй этап. Подготовительные работы уже сделали. У нас асфальтовый завод свой, техника своя, никаких проблем. Лишь бы была погода, мы готовы работать. А третий этап работ будет проходить уже летом 2024 года, так как контракт трехлетний. Свыше 72 миллионов рублей затрачено на эту дорогу из районной казны. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Саха-гимназия готовится в этом году встретить учеников в новом облике. Капитальный ремонт, который там ведется в рамках федеральной программы, близится к завершению. На сегодня готовность объекта составляет 72%. Осталось завершить внутреннюю отделку и установить новую мебель и оборудование. О том, как продвигаются работы, расскажет Евгений Байдин. Благодаря федеральной программе капитального ремонта в Саха-гимназии строительно-отделочные работы начались с 4 апреля.
Там на сегодняшний день полностью обновили полы, кровлю, двери, электрику, систему отопления, вентиляции и канализацию. Кроме этого, в рамках капитального ремонта были приобретены компьютерная техника, столовое оборудование и школьная мебель, которая соответствует всем стандартам общего образования. Здесь проводятся строительные работы, косметическая работа. И самое важное для нас – это поменяли полностью канализационную систему, внутреннюю, так и внешнюю, и систему вентиляции. Так как это в первую очередь влияет на наше здоровье, здоровье учащихся, также работников. На данный момент на объекте задействовано порядка 32 человек, и каждый день объемы меняются. В ближайшее время ожидается цветовое решение по внутренней отделке, и тогда количество людей будет увеличено. Площадь здания большая, но, по словам заказчиков, они стараются уделить внимание каждому участку и при необходимости решить все проблемы, связанные с ремонтом. Без проблем не бывает. Ну, в принципе, они все были решаемы, да. Мы в тесной связке с АХЧ школы, с руководством школы, да, Тиной Васильевной. Поэтому, в принципе, все решаемо. Мы тут какие-то даже в процессе ремонта, доработки вносили, да, немножко, там, скажем, выходя за пределы сметной стоимости. Это было незначительно, поэтому подрядчик легко на это шел. Завершение основных работ планируется к 10 августа. К тому времени будет проведена генеральная уборка от мусора и строительной пыли. А после появится возможность привезти парты, мебель и другое оборудование, которое необходимо для качественного обучения учащихся Саха-гимназии. Евгений Байдин, Татьяна Филиппова, Артем Алексеев, Якутск. В настоящее время продолжается приемная кампания в центральные и региональные вузы страны. Она идет и в Северо-Восточном федеральном университете. В этом году университет выделил более 6 тысяч бюджетных мест. Ну а в главном учебном корпусе СВФУ большой наплыв абитуриентов. У Снежаны Ивановой в Северо-Восточном федеральном университете учатся друзья, которые и посоветовали ей после СПО поступить сюда. Девушка подала документы в Институт зарубежной филологии и религиоведения и в Институт психологии. Нравится тем, что я люблю языки и хочу развиваться в этой сфере. Моя будущая профессия, наверное, будет либо веб-дизайнер, либо что-то такое, создание игр. А иностранный язык — это очень хороший стимул для того, чтобы работодатели меня приняли. Институт психологии, потому что хочу развиваться в этой сфере. Я люблю психологию, я люблю детей, и я хочу с ними работать. В Институте естественных наук в этом году предусмотрено 209 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет и 70 с лишним на магистратуру очной формы обучения, 19 на заочную. Здесь студентов обучают по направлениям биология, химия, география, экология, а также выпускают учителей по этим дисциплинам. На магистратуре, помимо образовательных программ, действующих много лет, имеются и новые совместные направления с Долянским морским университетом и с Дальневосточным федеральным университетом. Если говорить конкретно про естественно-научное направление, то преимуществом, безусловно, является то, что после этого изучают как раз-таки сразу объект наших территорий, потом становятся наиболее специализированными именно по территории нашего региона, северо-востока России и, в частности, Республики Саха-Якутия. Поэтому эти специалисты будут наиболее подготовлены именно работать в наших условиях, зная все особенности его, и, соответственно, и для работы у них это очень большое преимущество. В Институте психологии выделено от 20 до 25 бюджетных мест в зависимости от направления подготовки. Количество поступающих после среднего профессионального образования растет с каждым годом. Эта тенденция связана с тем, что сдать внутренние вступительные испытания немного проще, чем единый государственный экзамен. Направления такие как социальная работа, профиля психосоциальная работа с населением, также на направлении психология, психологическое консультирование. Также у нас имеются направления специалитета, такие как психология служебной деятельности и также педагогика психология девиантного поведения. Сегодня последний день, чтобы подать документы для тех, кто планировал поступать на направление среднего профессионального образования. Ведь прием завершится уже в полночь. А для абитуриентов, поступающих на базе результатов единого государственного экзамена и вступительных испытаний, приемная кампания продлится до 25 июля. Абитуриенты магистратуры могут подать свои заявления до 31 июля. Наталья Николаева, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске прошел показ короткометражного фильма «Новый день» режиссера и автора сценария Павла Чинянова. Съемки кинокартины проходили весной в Хатасах и в Нижнем Бестяхе. Фильм рассказывает зрителям о силе духа и мужестве глухонемого спортсмена, о его борьбе с трудностями в современном мире.
По словам режиссера, это его дебютный проект, но в планах еще много идей для реализации творческого потенциала. Этой весной на меня вышел, считай, вот Гоша Васильев, Джида, да, и Анатолий Яковлев, продюсер. И у них была идея снять короткометражный фильм. И вот как раз я у себя в голове разрабатывал такую мысль, что может на такую сниму. У них как-то эта тема совпала с моей темой, да. И вот мы скооперировались, начали это дело разрабатывать, пришли к общему мнению, написали сценарий, утвердили ее и начали снимать. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.